Доброго времени суток, дорогие друзья! Купить дизайнерскую вещь сегодня может каждый, а создать ее своими руками – дело непростое. И здесь на помощь может прийти такой интересный прием, как кастомизация. Что же это такое, как это работает, ну и самое главное, как мы можем своими руками создать для себя что-то индивидуальное, узнаем сегодня. И в этом нам поможет разобраться стилист-дизайнер Александра Хлопкова. Здравствуйте, Александра! Здравствуйте, Дарья. Расскажите, пожалуйста, что же все-таки такое кастомизация для тех людей, кто в принципе далек от мира моды, дизайна, да, моделирования? Кастомизация – это, на русский, если перевести, это персонализация. Да? То есть мы берем стандартную вещь и переделываем ее под себя, под свои запросы. Вот. Я очень люблю пиджаки. Вот. Нахожу их везде, там, на секонд-хендах, например, у сестер в кладовках и так далее. Да? Вот. Хочу показать вам несколько своих кастомизированных пиджаков. Вот. Например, вот это. Это мой любимейший пиджак. Я его нашла у сестры на балконе. То есть это мужской пиджак. Кого-то из моих племянников, так никто и не признался, чей это. Вот. Я просто взяла булавочки золотого цвета. На все про все у меня ушло, наверное, рублей 100. То есть там 2 пачки по 50 рублей. И пиджак приобретает совершенно другой вид. То есть здесь у нас уже дизайнерская вещь получается, да? Вот это все вручную? Просто наколото. Просто. Но, опять же, просто так авоська-бы не прикрепишь. Должен же быть какой-то вкус. Наверное, да. Все-таки должна быть какая-то насмотренность. Вот. Это сейчас с обилием информации в интернете может сделать любой. То есть мы вбиваем в поисковик все, что хотим, смотрим много-много картинок, и у нас в голове зарождается именно вот наша персональная идея. Очень интересно, и в принципе, да, вот издалека посмотришь, не сразу поймешь, что это такое, да, просто видишь много каких-то деталей, да, металлических и золот, а вот когда присмотришься, уже ясно, понятно, что это простые булавочки, но вид уже другой, да? Да, и все, когда я его надеваю, все очень обращают на меня внимание. Восхищенно, да? Да. Да, хорошо. Цепочка, это специально сделанная цепочка, я ее сейчас покажу на другом пиджаке, еще она снимается. Вот. Следующий мой пиджак – это обычный мой пиджак, который я носила, он мне надоел. Увидела на распродаже вот такие вот классные брошки. Это были наборы по 12 брошей. По-моему, набор стоил 100 рублей. Опять все очень дешево, да? Очень все дешево. Я купила 4 набора, то есть по 12 штук, и вот так их хаотично распределила. И опять же, совершенно классический черный пиджак стал интересной, необычной вещью. Вот. Все издалека думают, что это какой-то рисунок или вышивка и так далее. То есть, когда я приближаюсь поближе, опять же, много внимания уделяется мне. Вот. И такой вещи уже однозначно не встретишь нигде, правильно? Это же уникальное. Это уникальная вещь. Вот. И третий пиджак. Он ждет своего часа. Я его, опять же, нашла у сестер у кого-то. Это тоже мужской пиджак. Он идет с брюками, то есть это костюм, видимо, чей-то свадебный, либо, опять же, с выпускного. Опять же, мне никто не признался, чей это. Вот. Я его, на самом деле, хочу разукрасить в стиле мастера Маргариты. То есть здесь текст добавить и так далее. Я вначале, когда думала над мастер-классом, думала об этом пиджаке, но подумала, что в формат передачи мы просто не уложимся. Да, вот. Но я могу показать на себе быстренько, как его можно очень быстро переделать. Да? Сейчас. Да, то есть такой классический, базовый, да, немножечко старомодный, да, такой пиджак. Обычный, да, совершенно пиджак. Мы берем, можете подержать? Давайте. Вот так. Мы берем вот эту цепочку, то есть это у меня заранее заготовленная цепочка, то есть отдельно можно купить цепочку и вот такие карабинчики. Вот. И, значит, здесь сзади я заколола на уровне талии булавочки изнутри, да? То есть можно их показать. Это просто, опять же, простые булавки. Вот. То есть чуть-чуть приталили его? Чуть-чуть его приталила, да. И мы, значит, на эти булавочки, так, мы их здесь находим,
Вот они здесь у нас появляются, и мы просто их цепляем. Раз. И, ой, так. Вот так. Два. И Вот так вот у нас получается уже интересненько. Мы надели совершенно обычно, да? А чтобы он не смотрелся вот таким вот большим треугольничком, есть отличный стилистический прием резинки для волос. Да? все идет в дело. Да. Главное, чтобы они были не сильно тугие. Вот так вот это все подтягиваем. Этот прием часто используют люди с лишним весом, да? Когда у нас много объема, мы хотим показать тонкие части, да, тела. Запястье. Вот. Да. И вот таким образом у нас ничего не падает. И получается у нас другая архитектура, да? Да. И еще мы немножко его изменим. Сейчас модные воротники-стойки. Мы его просто поднимаем, берем вот такой зажимчик для галстука и закалываем. Прямо наделаем. Да, отлично. И вот, видите, из простого пиджака уже получается вот такая вот интересная вещь. Да, то есть тот пиджак, который, возможно, лежал там в сундуке, где-то пылился, да, может преобразиться в секунды. Причем это занимает совсем немного времени. Нужно всего 2 булавки, цепочку, зажимчик и резинки для волос. Да. И у нас уже совершенно другой лук, да, правильно? Да. Хорошо. А в кастомизации еще какие приемы часто используются, да, помимо вот фурнитуры, каких-то, допустим, булавочек, брошек и так далее? В кастомизации можно использовать все, что угодно. Росписи, можно их, значит, переделать, перешивать, да. А кастомизацию очень часто используют при, как сказать, когда даешь вторую жизнь вещам, да, вот, это очень экологично получается. Вот. Перешивание каких-то вещей в несколько, да, 2 вещи в одну, скажем так. Когда у нас, например, джинсы становятся малы, мы можем их кастомизировать, разрезав по бокам, вставив туда, например, галстуки. Да? Вот я видела вчера такую идею. Вот. Все, что угодно. То есть на все, на что хватает фантазии. Вот. Нет никаких правил абсолютно. Можно использовать все, что угодно. Мы продолжаем работать с вещами, которые, возможно, уже бы у кого-то пылились, да, в кладовках там где-нибудь, да, а мы все-таки сегодня даем вторую жизнь. И сейчас наглядно на еще одном примере мы покажем, как можно все-таки сделать что-то уникальное. Александра, рассказывайте. Вот, у меня есть вот такой пиджак. Это пиджак мужа. Я его испортила лет 10, наверное, назад. И вот все это время, даже больше, наверное, да, все это время он пылился у меня там где-то в закромах. Как раз вот перед мастер-классом я о нем благополучно вспомнила. Да. Как я его испортила? Я его постирала в стиральной машине. Никогда этого не делайте. Частая история, кстати говоря, да? Вот. Пиджаки нельзя стирать в стиральных машинах. Я об этом узнала только позже. Ну, была глупенькая, без опыта и так далее. Видите, пиджак – это вообще очень трудоемкое изделие. Здесь очень часто используются ручные швы внутри изделия, да? Здесь очень много клеевого материала и так далее. Поэтому при стирке у нас это вот все, ну, видно, да? Все это деформируется. Там уже как него гладь, не гладь, уже не лучше вернешь, не да? станет. Да. Вот. Но поэтому нам его не жалко будет как-то почикать и так далее. Вот. Мы, значит, сегодня я хочу его обрезать, да? Обрезать спереди, то есть сделать такой кроп-пиджак. Сзади у него такая же шлица, как у бежевого пиджака. Ой, тут у меня уже пыталась что-то сделать. Так. И я хочу эту шлицу пока оставить и посмотреть, чтобы она выглядела как, возможно, как фрак. Да? Вот То так. есть вот такая вот идея. Задумка, да, пока? Да.
Но вот зачастую, да, идея приходит одна, да, а на деле потом что-то в процессе получается иначе. Это совершенно нормально, да? Да, это совершенно нормально. Творческий полет. Да. То есть я хочу оставить вот эти клапаны, то есть вот так обрезать, здесь оставить шлицу. Если что-то мне не понравится, мы вполне можем это все убрать, отрезать и так далее. Вот. Ну, начнем, наверное, уже, потому что действительно сейчас будет некий такой процесс волшебства, потому что мы сами пока еще не знаем, как это будет выглядеть, да? То есть нужно сначала начать, и потом уже на деле посмотрим. Первым делом мы отпарываем вот эту пуговицу последнюю. То есть вы это можете сделать сами. А я буду намечать линию, по которой мы будем резать. Здесь у нас получается петелька. Я с нее хочу начать, но она у меня не совсем перпендикулярна. Будем резать, значит, под углом. Обязательно надо наметить, чтобы у нас все было симметрично. Так, то есть мы поверх кармашка идем, да? Мы вот кармашек точнее клапан мы оставим. Так, и вот здесь мы тоже так наметим. Ну, плюс-минус мы это делаем на глаз, да, как будто бы, да? Ну, да, вторую сторону нам, конечно, лучше бы отмерить. Так, здесь чуть пониже пойдем. Так, здесь нам надо отмерить вот эту часть. Хотя тут даже без линейки, в принципе, понятно, что здесь была пуговица. Да? То есть вот здесь мы и начнем. Да, можно сказать на глаз. Александра, а вот как начинался ваш творческий путь? Как ушли в такую интересную профессию, как дизайнер, стилист? Вот. Я, как и все, наверное, многие творческие люди, начала в декрете. Вот, у меня младшая дочка родилась в 2015 году, и в 2017 году я пошла учиться шить. Затем я увлеклась вышивкой, то есть я начала делать украшения. Вот. И далее все как по накатанной. Да? Вот. После вышивки я дальше еще пошла учиться. Сначала я пошла учиться на дизайнера одежды в Якутское художественное училище. Вот. И после этого я обучилась уже на стилиста. Вот но это было обучение онлайн. Ну, здорово, да, так необычно, как бы, да, наверное. Профессия вас нашла или вы профессия? Меня, наверное, это все вело с самого, как сказать, ну, не рождения, да, ну, с молодости. Это все на интуитивном уровне, меня это все преследовало. И сегодня вот создаете и да. созидаете. Итак, у нас есть очевидная линия, да? Будем резать. Вот так. С Богом. Ну, это уже вы, да. Потому что у меня рука бы не поднялась, наверное, отрезать вот так смело, но так. Вы человек опытный, и вот так был пиджак был такой. Пиджак, стал не пиджак. Так, здесь нам аккуратненько. Так, и вот здесь у нас по шлице немножко сюда, вот так. Все, одна часть у нас есть. А внутреннюю часть я буду обрабатывать, наверное, позже. То есть мы вот так вот это все подобным, да, спрячем. Вот верхнюю часть мы оставим так, потому что, ну, так модно. Можно вот здесь проложить строчечку где-то на 0,2 миллиметра, чтобы это сильно не распушилось. Первая часть есть, ко второй все то же самое, да? Все то же самое, да. Мы можем вот так положу, чтобы было видно. Здесь я начинаю от петельки и идем под кармашек. Здесь самое главное не бояться. Не бояться и не жалеть. Раз уж решились, надо резать. Вот. Таким
Вуаля. Да. И И? вот такая вот уже интересная вещь у нас получается. Мы можем уже посмотреть, как это будет выглядеть. Ну да, у нас кармашки выступают уже. Да, в роли как баска, да, Да, небольшая. Я также думаю, вот здесь его можно приталить. Опять же, сделать изнутри вот такие защипы. Да. И думаю, все-таки пиджак, наверное, будет в стиле гранж, так как я подготовила булавки. И сделала тоже вот такую цепочечку. Цепочка у меня по ширине, на самом деле. Но если мы сделаем вот здесь защипы, то она будет у нас вот так держаться. Не будет натянута. Вот. Так. И, значит, у нас есть множество булавок. Да. Мы можем сделать все, что угодно. Я вот думала сделать эполеты. Что это такое? Эполеты – это украшения на плечи. Да? Так, давайте вы мне, наверное, поможете. Такие погончики, да? Это, Да, наверное? погончики. Погончики нам надо взять веревочки. Они у меня разного размера. Наверное, мы их распределим по размерам. Так, это маленькие, есть побольше. Такие, нет, это побольше. Ну, вот, примеряем. То есть тут опять же должно быть какое-то чувство меры, вкуса, да, и так далее. Просто так авоська бы такой не сделаешь, да? Нет, почему? Можно, это же мы не... Здесь мы уже ничего не режем. Мы это можем примерить. Если что-то не понравится, мы опять же переделаем. Вот, поэтому ничего не боимся. Не останавливает нас отсутствие чувства стиля и так далее. Все появляется на опыте. Как мы любим говорить, здесь есть право на ошибку, да? То есть Да. приколола, не понравилось, убираем. Да, именно так. Значит, мы берем булавочки. И вот от этой линии давайте мы будем закалывать. Вот прям в этот шов, да? Да, в этот И? шов. И вот туда вниз. Булавочка должна смотреть вниз. Угу. Так, Вот таким вот образом. есть. И И дальше мы идем. близко. Да. Так. Ой. Вкалывается. А кастомизация – это только некий еще момент какого-то антистресса, потому что, ну вот сидишь, творишь, да, так кропотливо, тут деталь за деталью, да, а потом, когда видишь результат своей работы, да, что визуально сразу видно, да, сразу как будто бы и настроение поднимается, и удовольствие получаешь от проделанной работы, да? Да. И самое главное, что ни у кого такой вещи у нас Не нет. будет. Да. Ну, на это, конечно, нужно терпение, усердие, да, приложить немножечко, потому что не так, казалось бы, это легко, да, делать. Ну, ровно, да, накладывать сложновато. Поэтому вот я люблю хаотично делать, да? Сейчас посмотрим. Если нам что-то не понравится, мы можем также украсить, например, воротник, лацканы и так далее. Я вот начала говорить о том, что меня это преследовало с молодости, да? Я в университете сдавала экзамены с помощью одежды. Вот я, конечно, никого к этому не призываю, но так тоже можно. Шпаргалки на одежде делали? Нет, я использовала именно визуальный образ, чтобы сдать экзамен. К сожалению, тогда была довольно глупая и не учила предмет. Вот. Но это, наверное, скорее к следующей теме нашей.
что-то мне не очень нравится, что получается, то, что они двигаются. Да. Тут в одном направлении выглядят так, в другом направлении в другом иначе. направлении вот так. И Ну, хотя, так тоже интересно уже Да. смотрится, да? уже есть. Уже есть какой-то... Ладно, давайте продолжим тогда. То, что они двигаются, возможно, это даже плюс. То есть булавки хороши тем, что их можно в любой момент снять и переколоть по-другому. Если остаются дырочки, то это легко решается с помощью парогенератора. Вот. Ну, этому пиджаку уже ничего не страшно. Вот, после стирки. Пиджаки надо обязательно стирать, ну, точнее, не стирать, чистить в химчистках. Я однажды брала курс по шитью пиджака методом, бесклеевым методом. Я его так и не дошила, если честно. Сложный процесс, да, это? Да, это очень сложный процесс. Так. Там получается вот весь воротничок, все лацканы, они изнутри не приклеиваются, там клеевой материал, а пришивается вручную. Так, а потом мы удивляемся, почему такие вещи у нас порой стоят дорого, да? Потому Да. что вот если его создавать и вручную прошивать, все это... Это очень трудоемко. Так, у нас вот такой необычный узор из булавочек уже визуально изменил, да, наш облик, так сказать, этого пиджака, да. В принципе, теоретически мы могли добавить еще один ряд булавочек, Да, да. вот сзади. То Сзади можно да, сделать на еще. ту часть, да. Но время эфира нашего ограничено, да. И еще какие варианты могли бы создать? Мы можем вот это убрать, полностью апгрейдить лацканы, так как они у нас немножко уже пожеванные такие, да. Также можно добавить вот сюда, вот сюда, да. И еще я хочу сейчас его немножко приталить с внутренней стороны, где-то на сантиметров, наверное, 40, где-то вот так, да, на уровне талии. Мы закладываем, Загиб делаем. да, небольшой. Втыкаем. И также с другой стороны. Надо посмотреть, чтобы это было ровно. Примерно вот здесь. И вот так, без наличия там машинки пока, да, вот просто булавочками все закрепили, и уже появилась на нашем пиджаке талия. Да. Такие вот у нас складочки. И вот то, что я показывала у нас цепочечку. Это обычные карабины. Прикрепляются к обычной цепочке, которая продается метражом. Вот. И вот такая уже интересная вещь, немножко в стиле даже там, гранж, да, немножко она такая даже немножко в стиле милитари, да, за счет вот этих эполет у нас получается. Ну, кстати, вот этот край, который немножечко у нас такой, да, сейчас не обработанный, да, вот с такими, так сказать, ниточками, да, макушками. это, в принципе, тоже даже очень так интересно смотрится, потому что, ну, бывают такие края необработанные Да, сегодня. да. Сегодня вообще в моде допустимо все. Да. Чем рвание, чем, да, Ну, вот этот край я изношение, тем лучше. не собираюсь обрабатывать наружней. Нужно обработать только вот внутри, вот так вот под огнем, чтобы не было видно. Вот так. А этот пускай так и А остается. этот пускай так остается, да. Давайте повесим, покажем на манекене, как это выглядит на данный момент. Конечно, кастомизация – это дело кропотливое, да, и занимает достаточно много времени. Как мы уже говорили, мы бы сейчас булавочки мы могли добавить вот здесь, и тогда, конечно, бы пиджак обрел совершенно другой вид. Но я думаю, здесь уже самое главное проявить какую-то креативность, да? Здесь можно еще крылья сделать, например.
Вот Да? так. Из чего? Из булавочек. Из булавочек. Да. То есть берем на заметку, дорогие друзья, приобретаем недорогие булавочки, смотрим мастер-класс. Ну а если, конечно, вы желаете приобрести такую вещь уже готовую, то можете обратиться к профессионалу, к Александре Охлопковой. Я думаю, она создаст для вас что-то интересное и уникальное. Александр, спасибо большое за то, что рассказали нам о таком интересном приеме. И мы всегда говорим, мы за экологичное потребление. Мы за то, чтобы мусор перерабатывался, за то, чтобы старые вещи вот заново находили себе, да, применение. Поэтому берегите себя, берегите окружающую среду. Ну и, собственно, увидимся в следующем эфире. До новых встреч. Всего доброго.